Лауреат международных конкурсов Дарья Ливанова, лауреат премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камалов, концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, уважаемые почитатели классического романса! Мы рады очередной встрече с вами в этом прекрасном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Нашу музыкальную программу открыл романс Михаила Глинки «Только узнал я тебя», прозвучавший в переложении для скрипки, виолончели и фортепиано. И сегодня коллектив филармонического музыкально-литературного лектория представляет вашему вниманию 4-й концерт из цикла «100 романсов Михаила Ивановича Глинки». Этот цикл возник не случайно, ведь творчество Михаила Глинки ознаменовало новый классический этап развития русской музыкальной культуры. Композитор гармонично сумел воплотить все достижения европейской музыки в сочетании с национальными традициями отечественной школы. Прозвучит романс Михаила Глинки на стихи Антона Дельвига «Не говори, любовь пройдет». Для вас поет лауреат международных конкурсов Оксана Шайдулина.
Когда композитор был еще ребенком, большое влияние на него оказала его бабушка Фёкла Андреевна, которая его баловала и ни в чем ему не отказывала. После ее смерти воспитанием Глинки занялась его мама. В это время у юного Глинки проявляется большой интерес к изобразительному искусству и чтению художественной литературы. Впоследствии Глинка вспоминал: «Я с рвением принялся за чтение книг, и это послужило основанием моей страсти к географии и путешествиям». Звучит романс Михаила Глинки на слова Пьетро Метастазио «Тоска мне сильно сердце жмет». На сцене Оксана Шайдулина. Поэтесса и писатель Юлия Валериановна Жадовская в свои 20 лет после вынужденного расставания с любимым пишет прекрасное стихотворение «Ты скоро меня позабудешь», которое легло в основу романса Михаила Глинки. На ее долю выпало немало страданий. Она была инвалидом от рождения, в юности была разлучена с тем единственным, кому ответила взаимностью, и, выйдя за старика, страдала до самой смерти. Ее поэзия – это ее судьба, и всю свою жизнь она писала лишь о любви, о том цветке любви, задушенным злым роком в самую нежную, свежую и оттого самую важную пору жизни каждой девушки. Итак, прозвучит романс «Ты скоро меня позабудешь».
поет лауреат Шаляпинской стипендии Дмитрий Босов. Скоро меня позабудешь, но я не забуду тебя. Ты в жизни разлюбишь, полюбишь, а я никого никогда, а я никого никогда. Ты новые лица увидишь, и новых друзей изберешь, ты новые чувства узнаешь, и, может быть, счастье найдешь, и, может быть, счастье найдешь. Я тихо и грустно совершаю без радости жизненный путь, и как я люблю и страдаю, узнает могила одна. Узнает могила одна, узнает могила одна. И как я люблю и страдаю, узнает могила одна. И как я люблю и страдаю, узнает могила одна. Еще один поэт, на стихи которого Михаил Иванович создает свои вокальные сочинения, это Александр Яковлевич Римский-Корсак, близкий друг композитора и почти его ровесник. Свои юные годы они провели вместе, учась в благородном пансионе Санкт-Петербурга, а закончив, жили в одной квартире. Принимали гостей на творческих вечерах, где звучала новая музыка и читались только что написанные стихотворения. Звучит романс на слова Александра Римского-Корсака «Ночь осенняя». На сцене Дмитрий Босов. Ночь осенняя,
говорить ей про любовь мою, про любовь мою. Злые люди ненавидят нас в ночь осеннюю под глаз гони. О, спасибо тебе, ноченька, ночь осенняя. Одни из самых сильных впечатлений детства Михаила Ивановича связаны с музыкальными вечерами, которые устраивал его отец, когда в доме собиралось много гостей и родственников. После одного из таких вечеров Глинка вспоминал: «Музыка произвела на меня непостижимое, новое и впечатление восхитительной музыки. Я оставался целый день потом в каком-то лихорадочном состоянии, был погружен в неизъяснимое, томительное, сладкое состояние, и на другой день был рассеян». Прозвучит романс «Горько, горько мне, красной девице». Исполняет заслуженная артистка Республики Татарстан Регина Валиева.
Регина Валиева и Роман Чуйнов. Однажды учитель рисования, видя рассеянность и небрежность в рисовании 11-летнего Глинки, неоднократно журил его, но, догадавшись, в чем дело, заметил, что он думает только о музыке, на что Глинка ответил: «Что делать? Музыка — душа моя». Звучит романс Михаила Глинки на слова Ивана Дмитриева «Ах, когда б я прежде знала». Для вас поет лауреат международных конкурсов Гульнара Байназарова. Ах, когда б я прежде знала, что любовь творит беды, я б с весельем не встречала в полуночный я звезды. Полуночный я звезды. Я на родину вспорхнула, мимо друга моего. Нежно, нежно я взглянула хоть однажды на него. Хоть однажды на него. А потом бы улетела со слезами и тоской под горюнившим
Михаил Иванович глубоко ценил своего друга и покровителя князя Сергея Григорьевича Голицына. В своих мемуарных записках Глинка вспоминал: «Знакомство с князем Голицыным имело важное влияние на развитие моих музыкальных способностей. Он был милый, подчас забавный молодой человек, хорошо знал музыку и пел очень приятным, густым басом. Сам же он умел ловко возбуждать меня к деятельности, писал для меня стихи и охотно исполнял мои сочинения». Прозвучит романс Михаила Глинки на слова Сергея Голицына «Забуду ль я?». И я приглашаю на эту сцену заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Забуду ли я волшебство слов твоих, молодую грудь они так волновали, и взор очей небесно-голубых моей любви, радость и печали, моей любви, радость и печали. Забуду ли я, забуду ли я, забуду ли я насмешливый укор? Ох, может быть, на гибель обреченный ты скоро мой узнаешь приговор, что за тебя я пал в бою сраженный, что за тебя я пал в бою сраженный. Забудешь ты, забудешь ты. Владимир Васильев и Роман Чуйнов. Стихотворение «Не пой, красавица, при мне» Александра Сергеевича Пушкина стало одним из самых популярных в жанре романса, подарив слушателю 50 неповторимых интерпретаций пушкинской поэзии от композиторов первой величины – Лядова, Глазунова, Рахманинова, Римского-Корсакова и многих-многих других. Среди них был и Михаил Иванович Глинка, одним из первых отдавших дань гению Пушкина. Интересен и тот факт, что в мелодии этого романса композитор обратился к подлинной грузинской мелодии, которую ему сообщил гостивший в его доме Александр Грибоедов, автор пьесы «Горе от ума», который сам был хорошим музыкантом и большим знатоком грузинской лирики. Звучит романс «Не пой, красавица, при мне». Для вас поет народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Ибушев. Не пой, красавица, при мне, ты песень Грузии печальной.
при луне черты далекой милой девы. Милая девы. Глинка был истинным любителем драматического театра. Он часто посещал спектакли, знал многих артистов лично. Нередко после спектаклей он проводил приятные вечера в компании друзей актеров. Одним из них был выдающийся актер и драматург Иван Васильевич Самарин, на чье стихотворение «Люблю тебя, милая роза» Михаил Глинка написал свое музыкальное сочинение. Итак, звучит романс «Люблю тебя, милая роза». На сцене Георгий Ибушев. Люблю тебя, милая роза, когда ты царица цветов, росы не измужив еще слезы, цветешь среди злачных лугов, цветешь среди злачных лугов. Когда ж на груди у прекрасной ты новою блещешь красой, о нет, не люблю, нет, я страстной, тебя обожаю душой, тебя обожаю душой. Георгий Ибушев и Роман Чуйнов. Нашу музыкальную программу продолжит романс Михаила Глинки «О, Дафна моя прекрасная», который прозвучит в переложении для скрипки. Выступает Дарья Ливанова. Трепещет сердце горестно в груди моей, о Дафна. Весь я пронизан пламенем, волнением весь охвачен я. Зачем глядеть так томно? Зачем смущать меня? О, не гляди так томно, не гляди, мой друг.
Весной 1822 года молодого композитора представили в одном семействе, где он познакомился с прекрасной юной барыней. Она играла хорошо на арфе и к тому же владела прелестным сопрано. Ее прекрасное качество и ласковое обращение расшевелили сердце и воодушевили воображение Михаила Глинки. Желая услужить ей, Михаил Иванович сочиняет вариации на ее любимые музыкальные темы и пишет собственного изобретения вальс для фортепиано фа-мажор, который относится к первым попыткам музыкального сочинения. Прозвучит романс Михаила Глинки на слова неизвестного автора «Милочка», который исполнит для вас Гульнара Байназарова. Красавиц гордо пышных, ее молва не назвала, о тех кричат они чуть слышно, вздохнут и скажут, как мила, вздохнут и скажут, как мила. Порой беспечно говорлива, порой грустна и всё мила, как резвое дитя игриво, как утром птичка весела, как утром птичка весела. Порою чувства в ней таятся, порою грусть волнует грудь, и думы сердца к ней стремятся, и люди милочкой зовут, и люди милочкой зовут. К сожалению, личная жизнь композитора складывалась не очень благоприятно. Его брак с Марией Петровной Ивановой оказался несчастным. И, может быть, благодаря своим переживаниям, страданиям, надеждам на счастливое будущее и пусть непродолжительное счастье с любимой Екатериной Керн, Глинка подарил нам такое искреннее, вдохновенное творчество, которое до сих пор горит неугасаемым светом в мировой музыкальной культуре. Звучит романс на слова Сергея Голицына «Разочарование». На сцене Гульнара Байназарова. Где ты, о первое
шеф крови не погас, но я не вправе сомневаться, что клятва на один лишь час любовь обманчивое чувство, невинность тонкое искусство, а счастье тень, а счастье, счастье. А счастье Вы знаете, что наш филармонический музыкальный литературный лекторий в этом концертном сезоне отметил свое 75-летие с момента своего образования. А буквально месяц назад состоялся юбилейный концерт, в котором помимо нынешних артистов принимали участие и артисты коллектива прошлых лет. Среди них народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации Эмиль Залельдинов, которого я с большим удовольствием приглашаю сегодня на эту сцену. Встречайте, Эмиль Залельдинов! Звучит романс Михаила Ивановича Глинки «Я помню чудное мгновенье». Да, я помню чудное, вот вы все пришли, чудное, для меня это чудное мгновение. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении, грусти, безнадеждой, в тревогах, шуме суеты звучал недолго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, будь порыв мятежный, рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь
гениальные создатели. Александр Алексеевич Пушкин, Михаил Иванович Глинка. Прекрасный романс, гениальный романс. Спасибо вам. Эмиль Залядинов. Дорогие друзья, небольшой анонс концертных мероприятий филармонического музыкально-литературного лектория. В новом концертном сезоне 2021-2022 годов наш коллектив представит вашему вниманию целый ряд абонементов, которые, надеемся, станут интересны вам и вашим близким. Это прежде всего абонемент номер 11, в котором вы услышите новый проект «100 романсов Петра Ильича Чайковского». Абонемент номер 33, детские музыкальные спектакли, будет предназначен для наших юных зрителей и их родителей. Уверены, что наши музыкальные спектакли «Новогодние приключения Буратино», «Нехочуха» и «Бременские музыканты» оставят у вас самые яркие впечатления и воспоминания. Новый абонемент номер 35 Владимир Васильев приглашает. Это 3 концерта, где прозвучат арии, романсы, песни народов мира и советских композиторов из репертуара заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. И еще один абонемент номер 36. Композиторы Республики Татарстан, где вы сможете услышать много интересного о жизни и творчестве Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова и Сары Садыковой. Билеты вы можете приобрести на сайте или в кассе филармонии. Приходите, мы вас ждем! А нашу музыкальную программу продолжит прекрасный романс Михаила Глинки на слова Константина Батюшкова «Память сердца», который исполнит для вас Регина Валиева.
Среди увлечений Михаила Ивановича были естественные науки. В особенности он страстно любил зоологию. К тому же у его дяди Афанасия Андреевича было множество птиц в клетках и даже в гостиной, отделенной сеткой, где они свободно летали. С большим упоением Глинка слушал прекрасное пение птиц и любовался ими, бывая в своем родном селе Новоспасском, куда Глинка обычно приезжал летом, навещая любимую маму. Звучит романс «Не шебечи, соловейко». На сцене Регина Валиева. Thank you.
и Роман Чуйнов. Несомненно, Михаил Иванович внес значительный вклад в развитие оперного жанра. Благодаря его новаторскому подходу к драматургии сюжета и музыкальному языку появилась первая русская опера «Жизнь за царя», премьера которой состоялась 27 ноября 1836 года. Конечно, оперы писались другими русскими композиторами задолго до Глинки, но все в них, музыкальное оформление, драматургия и манера пения, было лишь подражанием итальянским образцам. В своей опере Глинка очень убедительно показал крестьянскую жизнь, русский уклад жизни и, что не менее важно, всему этому соответствовал музыкальный язык, русский фольклор и хоровое многоголосие. И сейчас прозвучит танец из оперы «Жизнь за царя» в переложении для виолончели, который исполнит для вас Ильяс Камалов. Ильяс Камалов и Роман Чуйнов. Весной 1826 года были написаны, как назвал их сам композитор, два тоскливых романса «Бедный певец» и «Утешение на стихи Жуковского».
В целом, сентиментальная поэзия Василия Андреевича Жуковского чрезвычайно нравилась и трогала до слез Михаила Ивановича, когда композитор по вечерам в сумерках мечтал за фортепиано. И сейчас прозвучит романс «Утешение». Для вас поет Дмитрий Босов. Светит месяц на кладбище, дева в черной власянице одинокая стоит, одинокая стоит. И слеза любви дрожит на густой ее реснице, и слеза любви дрожит на густой ее реснице. Нет его на том свете, сердцу мысль о нем утешна, он
В заключении нашего концерта прозвучит трогательный романс Михаила Глинки на слова Евгения Баратынского «Не искушай меня без нужды», который исполнят для вас Владимир Васильев и Оксана Шайдулина. Владимир Васильев и Роман Чуйнов. И Оксана Шайдулина. Дорогие друзья, подошел к своему завершению наш 4-й концерт из цикла «100 романсов Михаила Ивановича Глинки».
И я, Мария Черных, хотела бы еще раз представить вам артистов сегодняшнего концерта. Партия скрипки Дарья Ливанова. Партия виолончели Илья Скамалов. Дмитрий Босов. Оксана Шайдулина. Гульнара Байназарова. Заслуженная артистка Республики Татарстан Регина Валиева. Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Ибушев. Благодарю. Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации Эмиль Заляльдинов. Концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. Художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Завершая наш концерт, посвященный творчеству Михаила Ивановича Глинки, хотелось бы еще раз вспомнить строки Александра Сергеевича Пушкина, которые невольно приходят на ум, слушая гениальную музыку Михаила Глинки. «И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь». А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч!